Раз. Объявляется 5-минутная готовность. Приготовиться к первой паре. Сергей Малыгин, Хабаровский край. Арсхан Полтавской, Республика Саха. Раз. Добрый день, уважаемые любители кикбоксинга, тренера, судьи и спортсмены. Мы начинаем через несколько минут финальные бои в дисциплине К1. И мы очень рады, что для проведения на высоком уровне у нас есть наши постоянные и новые меценатные спонсоры. И, пользуясь случаем, хотим вручить благодарственное письмо от Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутия Яковлеву Федору Дмитриевичу, генеральному директору ООО «СНТ». Мы признательны вам за неоценимый вклад в развитие кикбоксинга в Республике Саха-Якутия, президент Федерации Тарьонов Сергей Александрович. Васильеву Иннокентию Давыдовичу. Вручается директору ООО «Сахастройизыскания», тоже кикбоксеру Парникову Андрею Григорьевичу. Директор был его заместитель. Дорогие друзья, сегодня у нас праздник кикбоксинга, финальные бои, и вдвойне радостно. Сегодня день рождения отмечает на исторической земле наш уважаемый председатель судейской коллегии Федерации кикбоксинга России, заслуженный тренер России, главный судья соревнования и наш земляк Березкин Александр Николаевич. Через 2 года будет его юбилей. Надеемся, что он отметит на исторической родине. Гибня Мамонта и Бриллиант. Березкин Александр Николаевич, уруй! 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 А благодаря Александру Николаевичу мы впервые на Дальневосточном федеральном округе провели на высоком уровне чемпионаты первенства по
по кикбоксингу в дисциплине К1, а также тоже благодаря ему при поддержке главы Республики Саха-Якутия, правительства, министра по физической культуре и спорту Спиридонова Леонида Николаевича наш вид спорта включили в 8-е международные спортивные игры «Дети Азии», которые состоятся в следующем году в городе Якутске. Рефери ринге Леногоров, боковые судьи Дарханов, Ергешев, Драмат. На время приглашаются первая пара спортсменов Сергей Малыгин, Хабаровский край, Ярослав Колдовской, Республика Саха, юниоры весовой категории до 54 килограммов. Ручками заходи. Асхам, умарагна. Да, искать бактета, искать. Искать кабина. Муали искать, искать. Кимля, искать кимля. Угоди кабаренс. Колено! Еще-то! Серега, дави! Колено! Крылом на выходе бей! Атаханан! Колено! С левой руки.
Справа тебе, Даханан. Сергей Малых, представитель Хабаровского края города Хабаровска. Счет боев не ведет, тренируется под руководством Ихма Сергея. Синий угол ринга готовится к продолжению поединка Тарасхан Салтовской. Республика Саха-Якутия, город Тбилиси. Тренируется 4 года, счет боев не ведет, тренируется под руководством Халабышева Барашева.
Tavuk. Aravay. На tavuğuna aravay Арастан. На tavuğuna. Право, кидай! Правой там ударай! Серег, дави его. Синий последний! Концовка буде! Право, кидай на голову! Концовка! В этом бою Медуяна преимущество победу одержал Сергей Малыгин и стал победителем первой Дальневосточного федерального округа по 80-летия МК-1. Победитель первого чемпиона мира состава Советского Союза Александра Иванова. В ринг приглашаются юниоры весовой категории до 71 килограмма. Оев Ахрамедин, Республика Саха. Александр Елизаров, Хабаровский край.
Баша, давай! Ром, обещай, назад, близко, прямой даруй. مش خايزة على الكلام مش خايزة تبقى давай Kıza daşı. Ana xamak ne? давай kork Erol Daha çabuk gel. Erol kork давай مش kork usta tabaka Rom, kalina bize, kalina. kale gel Erol Abi to zorla hadi, kılıç abi. Rom, muş, давай kork Erol kork مش خاطي Erol Rom, muş, muş. Erol مش خاطي Hoş mu Давай, Наступный Олимпиада дается продолжению поединка боев знаменитых президентов республики города Якутска. Счет боя не идет. Тренируется под руководством Охлопкова Сергея Владимировича, который в данное время выполняет продолжение поединка. Бой Фехер-1, красный угол. Hoş mu za? Şatınazı. Muş korkut na kalçınız. Таня, давай! Erol kork Rom, muş korkut, muş. kork abi Erol Kızamış mı zavacı? Rom, zaşine kavakı. Erol nabes duru kork Rom, tarsına gelmiş korkutmuş. Erol bilir kork Bilişli korkuyor. kork давай Erol давай Rom, muş. Таня, давай! Erol مش kork Hoş korkuyor. Erol bilir Rom, muş korku ne kaçı? Erol bak ne kaç Kalina sana, kaşeç kapı. nabes Kıza. Erol nabes Erol bize давай Rom, ses kapı. Erol bize nabes Erol nasti Yakıyor kıza. давай Erol bize Bela kapısı. Erol şatak kork nabes Erol hoş korkuyor. Erol nabes Erol Rom, boksku, ближний друг karşısına gel. Korkuyor. Buna kalsın. Budro Erol budro Erol Rom'da boy Erol gibi. işte korkuyor. Şaka, şaka. Rom'da kapalı yapsın. Kaset kapı. Erol Erol mış kork Erol mış kork давай nabes давай kızım Rom'da kavoy da kavoy. Erol kaldım Erol Kasım kapısı. Erol nabes Bakalım şuradan ne? Rom'da kavoy. Erol bize Erol darda danamo Rom zaşina. Erol fakat ближний korkumuz Hasret Erol Синего клубка отдыхает Александр Елизаров, представитель города Хабаровска. Хабаровского края. Тренируется 5 лет, провел 63 боя, и из них 2 из них одержал победу. Причем Кубка России тренируется под руководством Erol Максима şok Erol Ступенко. Александр Елизаров, синий угол.
Korku, Ehrom! Hava, Babel, stop! Ehrom, ближний корку tutmuyor Petan. Ehrom, pasten, Ehrom! Эро, последний раунд. Начинаешь. Ehrom, последний. Набиш. Я вот, я вот. Давай, давай, давай! Ehrom, защита команды, шапка Ehrom, hey! Ehrom, hey! Go! Go! Красавчик! Капара лучший. Саня, молодец. Ну, ближний комната, да, не назад. Анги, Анги. Поддержим БСС. Нахина, ходам, песната, Ehrom, нахина! Давай. Ehrom, kaç korku? Красава! Красава! Саня, молодец. Умница. Рома, кусок защитный. В этом бою победу нокаутом одержал и стал победителем первенства Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе К1 памятник первого чемпиона мира из состава Александра Иванова Александр Елизаров, Хабаровский край. Красавчик! Молодец. Смена судейской бригады. Рефери в ринге Егор. Боковые судьи Щербачков, Горохов, Сафронов. В ринг приглашаются третья пара спортсменов весовой категории до 81 килограмма. Маликжанин Сергей, Приморский край. Дригунов Владислав, Приморский край. Ввиду снятия врачом Дригунова Владислава победу одержал в этом бою Маликжанин Сергей. В ринг приглашаются женщины весовой категории до 56 килограммов.
Юлия Петрова, Республика Саха, Мария Машкина, Приморский край. Внимание представителя. Пятая пара переносится в конец списка. Пятая пара Бортников Руслан, Слепцов Михаил переносится в конец списка. Состоится в поясной весовой категории до 91 килограмма. Приготовиться к шестой паре. Петров Леонид, Республика Саха, Моисеев Николай, Приморский край. Маха, давай, Фрай! Юля, сразу, Юля, сразу! Маша, фронт. Маша, спасибо. Маша, спасибо. Юля! Эй! Маша, лоу здесь надо набивать, не надо в голову. Ой! Ой! Лоу, потом оставить. Курва! Курва! Стой! Топ! Топ! Кустон товок сразу! Кустон товок! Бэк! Товок! Маша! Эй, Марфада! Не надо лететь на нее! Ты со своей дистанции работаешь. Дерни и двойку туда слоу засунь. Двойку туда суй. Эй! Маша, Атахлебовна! Маша, лоу! набивай лоу и все, не надо ноги выше кидать. Лоу отдай сразу. Вот, еще! Задние ручки в треть, сейчас лоу будет бить. С третьей. Ля, Юля, блядь! Еще! Куст, топ! Лоу! Грибы. Товок у нас сразу! Маша, толкай, к ней иди сразу. Да не надо с фронта с одного заходить. Ты фронт покажи, а на руки поставить и в двойку попадешь чисто. Маша, лоу, бей, ты очки набирай. Потом в голову попьешь. Рука, нога, так и делай. Фронт показала, на голову будешь ударить. Маша.
Сейчас только. Сразу. Делай. Дернись, делай. Юля, давай! Готова куда? Юля! Эй! Крути. Да крути, Маша попадет. Крути! Эй! Молодец, Не еще лопнул. лов, Правильно, Маша! Двойку туда сунь. Двойку, Маша, больше лоб. Да. Эй! Эй! лов, Маша, лов. Да, А у нас она! Михаил туда. Вот, еще руки Тут подними. легенда! Колено! Маша, руки уши. Маша, лов надо бить. Маша, набей лоб и на руках подзарубись, и все, она сядет. Лоб набивайся, Не сама. дергай лоб. Эй! Кого куда сразу, Юля? Кого хатары? Лоб набивай. Лоб. Кушкову! Лоб, сразу давай. Ручка лоб. Вот, еще лов. Еще лоб. Маша! Ты понимаешь, лов надо бить. Лов бить. Маша. Просто лов бей. Маша, и ногой в плечи. Сразу, делай, Маш, не надо ждать, сразу. Юля, не жди! Эй, капитан! Эй! Бетпинек! Кир! Маша, ее ломать Клинч! надо. Юля, клинч! Юля, руками! Петь! Маша, ломать надо. Печень, Маша, печень. Ломай печень. Да печень не надо. Давай! Эй! Юля, не стой! Ключ Ой! Атахонная! Ломать надо. Ломать, Маш, тебе не дадут побед. Юля, Ломай. концовка! Я перчатку. Маша в печени. Да. В красном флаге готовится продолжение боя Юлия Петрова, представительница Республики Саха-Якутска. Счет боев ведет тренировку под руководством Аяла Микалкина. В синем углу продолжение поединка готовится Мария Башкирина,
представительница Приморского края, города Уссурийска. Провела 60 боев, в 55 из них одержала победу. Тренируется под руководством Владимира Хафанова. Давай, Маша. Маша. Маша, наказывай. Печень от души просто считай. Руками начинай, Юля. Gel de ya. Gel. İlgili kurtarın bana. Sabah начинай. İlgili kurtar. Юля, давай! Колено! Концовка, Юля! 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 Молодец! Ulan da hata kamera bırak. В этом бою победу единогласным решением судьи одержала и стала чемпионкой чемпионата Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу дисциплине К1, где первый чемпион мира из СССР Александра Иванова, Мария Машкина, Приморский край. Специалистическая бригада рефери Иванов, боковые судьи Дарханов, Ергешев, Громов. Дарханов, Ергешев, Громов. В ринг приглашается 6-я пара спортсменов весовой категории до 54 килограммов. Леонид Петров, Республика Саха, Николай Моисеев, Приморский край.
Коля, руки выше. Коля, лоу больше бей. Вот, еще. Бей, Юля. Очки нарабатывай. Гирит него. Тобuk lan. Ага, тобuk. Выйди, Тобuk. Коля, не лети, спокойно. Лян, передняя ручка. Садись же. Коля, не надо было стилизатор на своей дистанции. Леня, фронт-кик. Юля, бей. Тобuk tane bey. Закончился первый раунд. Красную линию готовится к продолжению поединка Леонид Петров. Республика Саха-Якутия, город Кулик. Тренируется 5 лет, счет порядка идет, тренируется по руководству Алексеева Калабышева. Леонид Петров, красный угол, Республика Саха. Коля, лоу больше бей. Юля, bey. Дистанция. Го! Тобuk. Тобuk. Kirmem. Kirmem. Sığın vertikler. Юля, тобuk lan. Тобuk tane. Леня, ходи. Прямой навстречу. Ой. Тобuk, Леня. Го! Тарас. Не выпускай. Тобuk, Леня. Ben тобuk tane. Ben tutun. Ben. Юля, тобuk lan. Nerede artık? Коля, бэк. Леня, дистанция. Sen değil. Леня, лигу да. Durman. Турма, Леня. Гварка, Леня. Ben тобuk. Ben тобuk. Леня. Я тебя толкаю,
Старый весь! Ана! Тук, раз тук! Закончился второй раунд. 7 пунктов готовится продолжение поединка Николай Моисеев, представитель Приморского края, города Владивосток. Является бронзовым призером Кубка России. Счет боя не ведет, тренируется под руководством Черных. Николай Моисеев, синий угол, Приморский край. Приготовится следующий парень спортсменов. Весовой категории до 63,5 килограммов. Лев Антон, Республика Саха. Тимофей Симцев, Республика Саха. В этом драматичном поединке звание чемпиона чемпионата Дальнего Востока, Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу дисциплине К1 памяти первого чемпиона мира из состава СССР Александра Иванова завоевал Николай Моисеев, Республика Приморский край. Рефери седьмой пары, другие боковые Щербачков, Педагоров, Борисов, Козлов.
Седьмая пара спортсменов. Лев Антон, Республика Саха. Симпсон Тимофей. Республика Саха. Весовая категория до 63,5 килограммов. Именно в этой весовой категории стал победителем чемпионата мира Александр Иванов. Закончился первый раунд. В красном углу ринга готовится продолжение поединка Антон Лев. Представитель Республики Саха-Якутия от города Якутска. Чон боям ведет тренируется под руководством Удискана Маракченкова и Андрея Алексеева. Лев Антон, красный угол, Республика Саха.
Закончился второй раунд. В синем углу ринга готовится к продолжению поединка Тимофей Сивцев, Республика Саха, город Якутск. Является мастером спорта России. Занимается кикбоксом от 12 лет. Провел 130 боев. 109 из них одержал победу. Является чемпионом России 2021 года и победителем международных соревнований «Россия спортивная держава» 2022 года. Тренируется под руководством Алексеева, Колесова, Охлопкова. Тимофей Сивцев, Республика Саха, синий угол.
В этом бою победа одержал, звание чемпиона завоевал. Чемпионат Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в дисциплине К1 победил первого чемпиона мира из состава СССР Александра Иванова Тимофей Сивцев. Видеоурок. Смена судейской бригады, рефери Бритки, винокуровые судьи Борисов, Козлов, Константин. В ринг приглашается 8-я пара спортсменов Никита Мирошниченко, Хабаровский край, Денис Федотов, Амурская область, весовая категория до 67 килограмм. Никита, легче работай. Почувствуй. Никита, почувствуй. Колено. Засовывай колено, Никита. Никита, не ведись. Никита, легче работай. Сам коленом. На выходе лоу, Никит, на выходе лоу бей. Не вяжись с ним. Иди сюда. Никита, не подходи к нему близко. Воу. Колено сам. Выйди лоу, выйди лоу. Колено дай. Да лоу дай, блядь. Никит, выкинь, Никита. Никита, давай! Еще лоу. Говорящий. Лоу на выходе дай. Не вяжись. Антон, дай колено сам. Не надо в клинч идти, Никита.
Закончился первый раунд. Красного поединка готовится к продолжению поединка Денис Мирошниченко Никита. Хабаровский край. Город Хабаровск. Счет боев наведен. Тренируется под руководством Семена Бурова. Никита Мирошниченко. Хабаровский край, красный угол. Кто сможешь? Никита, больше лоу-киков выбрасывай. Никита, давай! Лен, дальше, работай сам. Никита, в клич, не лезь только. Никитос, главное не вязаться с ним. Вот, ручки повыше, лоу-кик. На выходе бей, лоу. Иди сразу. Хорошо, работай, не втыкайся. Туда, давай, ножки, Лен. Лен, на лоу выходи после рук. Тот нахуй колено писал, чтобы играть не лечить. Никита, не надо честно вязаться, ты работай, бей, не возьми лоу на выходе. Бей руками, сиди, бей. Еще бей. Бей. Еще бей. Бей руками. Бей, иди бей. Еще бей. Еще бей. Да лоу бей. Не надо держать. Красный держит. Лен, на лоу выходи. Он устал, Никитос, тоже задышал. Так сильно держит, да. Никитос, он задышал. Еще. Он задышал, Никитос, работай. Лоу, Никита, лоу. Никита, лоу. Еще. Да, блядь, заберись. Никита, заберись, блядь. Никита, лоу-кик, выкинь. Давай, Никита. Работай, бей! Никита, лоу, бей! Никита, надо лоу бить! Лоу, бей! Закончился второй раунд. Синего угловика готовится продолжение поединка Денис Федотов. Представитель города Благовещенска Амурской области. Провел 30 боев, 29 из них одержал победу. Тренируется под руководством Береза Анатолий. Денис Федотов, Амурская область, синий угол.
Давай, генерал! Один Никита, дожимай, блядь, он устал, работай, сука! Но в этом бою победу одержал и звание чемпиона Дальневосточного федерального округа по кикбоксу дисциплины К1 парень первого чемпиона мира состава Александр Вилнова завоевал Денис Федотов, Амурская область. Смело судейской бригады рефери Сергей Егоров. Боковые судьи Тарканов, Трухин, Хайдер. Рефери в ринге, судья международной категории, мастер спорта международного класса Сергей Егоров. Фаворит приглашается Денисов, Камчатский край, Михаил Иванов, Республика Саха. Ой! Ой!
Ой! Ой! لا Миша. Для тебя. Ля. Левая куда будет? Браво, контакт. Ого. Шара, борта. Куда? Эй. Эй. Ой! Из концовка. Закончился первый раунд. В красном углу ринга отдыхает Денисов, представитель Камчатского края, город Петропавловск-Камчатский. Тренируется кикбоксингом 6 лет. Провел 28 боев, из них 23 одержал победу. Является призером международного турнира «Кемерово Россия спортивная держава» 2022 года. Тренируется под руководством Ильишина Евгения Михайловича, который в данное время помогает ему подготовку продолжительного боя. Денисов, Камчатский край, красный угол. Руки вниз! Руки! Ну да, я вверх. Попал, Миша! Давай куда? Давай куда? Колено корпус дай, Миша! Колено! Готов! Легенды! ВРК, легенды! Эй! Давай! Не перенчуй! Так! Здорово, убери. Эй!
Заходим за второй раунд. Синему клубу готовится к продолжению. Поединка Михаил Иванов, Республика Саха. Михаил является мастером спорта России, тренируется кикбоксингом 13 лет. Провел 185 боев, из них 165 одержал победу. Является чемпионом России 2021-2022 годов. Победитель международного турнира Россия спортивная держава, вроде Кемерово. Михаил Иванов, Республика Саха, синий угол. В этом бою единогласно решением судей победа державы стал чемпионом Дальневосточного федерального округа по кикбоксу в дисциплине К1, а первый чемпион мира состава суда Александра Иванова Михаил Иванов, Республика Саха. Мера судейской бригады, рефери Бринде, Крухин, боковые судьи, Дарахама, Ергешев, Драмак. В ринг приглашаются 10-я пара спортсменов весовой категории до 91 килограмма. Семен Буров, Хабаровский край, Гуцуруев, Алулай, Республика Саха.
Ярослав, Приморский край, Дерцов Михаил, Республика Саха, весовая категория из 1 килограмма. Вот отлично, Абдул. Вот. Дергай, дергай. Вот и здесь нужно. Вот, от него киком надо закончить. Все, ручки выше, выше руки подними. Слева руки выше, попадешь слева. Вот, Андрей, все. Настаивайся. Вот так, не иди, сильно не иди к нему. Колено сам. Ой, здорово. Приезжай сразу. Двигайся, двигайся, дыши, спокойно. Вот, его кик надо закончить. Хорошо, все. Хорошо. Печать, печать. Вау. Дальше, дальше. Сема, ты... Сильно не кидайся, сильно не кидайся. Вот отлично. Все, двигайся, двигайся, так же, играйся. Давай Все его, Абдул, получается. выходи. Все получается, спокойно, спокойно. Ой, здорово, молодец. Отрезай, отрезай. Спокойней, спокойней, спокойней. Давай. Давай его побольше. Закончился первый раунд. Красный угол ринга отдыхает. И готовится продолжение поединка Семен Буров. Хабаровский край, город Хабаровск. Является мастером спорта России. Тренируется 8-й год. Является бронзовым призером чемпионата России прошлого года. Тренируется под руководством Евгения Чижикова. Семен Буров, Хабаровский край, красный угол.
Тёма, давай! Все, рука, нога, нога. Хорошо. Держи, держи. Нога, нога, нога. Все, просто победить. Хорошо, Сома, давай. Гай, 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 гай. Сёма. Все, не отпускай его! Сёма, пускай, держи, поднимай. Сёма, он уже на ногах. Сёма, опускается, подними гольфик. Одну больше ударов, не один удар, несколько ударов. Закончился второй раунд. В синем углу ринга готовится к продолжению поединка Адулаев Хунцуруев, Республика Саха, город Якутск. Тренируется 3 года. Счет боям не ведет. Тренируется под руководством Андрея Алексеева, который в данное время ему помогает в подготовке к продолжению боя. Адулаев Хунцуруев, Республика Саха, синий угол. Давай, Адулай, 120 секунд. Стоп, стоп! Синий угол, стол великий. Заходи к нему. Молния, давай, Адулай. Молния, давай. Лоу по чаше надо, Питер, давай. Лоу по чаше, очки зарабатывай. Сём, руки выше, с рук начни. Семен, давай! Чуть поближе к нему заходи. С рук начни, Сём, с рук. Нога. Хорошо, Сём. Сём, дублируй, дублируй. Вот ты Хорошо. такой, Лоу, надо зарабатывать. Не кидай за Волсон, Лёх, Лёх. Давай! Хорошо. Сём, начни с левой руки, залети. Хорошо. Хорошо. Дальше работай. Сём, с левой руки, отлично. Поработай немного. Работай. Антон, забирай картошку, забирай. Еще. Еще. Давай, давай! Лоу-кика надо побольше, лоу-кика, давай. Антон, работай. Давай! Сём, чуть-чуть осталось. Закрепи, минута. Вот так, во. Такой закончи. Хорошо. Концовка сделай! Хорошо. Сём, руки подними. Чуть-чуть осталось, Антон. Работай, дальше работай, Антон, дальше. Давай, сильный. Нет, боковой. Времени нету. Давайте поддержим обоих спортсменов.
Шлем сними. Шлем сними. Красному шлем. А в этом бою единогласным решением судей победу одержал и звание чемпиона завоевал Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу дисциплине К1 памятник первого чемпиона мира из состава СССР Александра Иванова Семен Буров, Хабаровский край. Поаплодируем Абдуллаху Фалуеву. Он показал достойный поединок против члена сборной России. Судейские победы в том же составе. В ринг приглашаются. Вызываем внимание до 51 килограмма. Руслан Мортиков, Приморский край. Михаил Стрельцов, Республика Саха. Bisa, tolong kurang.
Закончился первый раунд. Красном главе отдыхает. И готовится к продолжению боя Руслан Морников. Впереди Приморского края. Владивосток. Тренировочный 7 лет. Провел 28 боев, 16 не одержал победу. Является финалистом Кубка России 22 года. Тренируется под руководством Артема Янчева, который в данное время ему помогает в подготовке к продолжению поединка. Руслан Морников, синий угол, Приморский край. Закончился второй раунд, и в синем углу ринга готовится к продолжению поединка Михаил Слепцов, Республика Саха. Михаил кандидат мастера спорта. Счет боя не ведет, является чемпионом ДФО 21-22 года. Тренируется под руководством Андрея Алексеева. Михаил Слепцов, Республика Саха, синий угол. Иса!
голову почаще закидывай. Очки нарабатывай, очки нарабатывай. Миша, Берга! Руся, бэк! Ох, кто дивится? Отпадила! Руся, бэк дай! Динамо, там ЦСКА. Я, значит, сидел бы там был. В этом упорном поединке единогласным решением судей победу одержал и завоевал звание чемпиона Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу дисциплине Гаганин. Памяти первого чемпиона мира из состава сына Александра Иванова Михаил Слепцов, Республика Саха. Михаил Слепцов, Республика Саха. Все победители, чемпионы и призеры приготовят церемонию награждения. Уважаемые команды, предоставьте по одному спортсмену для награждения специальным призом от организаторов. Амурская область предоставила Камчатский край, Хабаровский, Приморский.
зрители готовятся к церемонии закрытия. Пододвину. Ты туда хочешь, да? Но на самом деле, когда они здесь стоят, неудобно. Потому что здесь куча народу, вообще нету пространства. Это я уберу. Сбоку поставлю. Что, Андрей, довольны чемпионатом? Довольны чемпионатом? Да мне кажется, что-то не очень. Нет? Стабильно. Каждый год 6. Нормально, да? Всего 12. Половину Ну да. Там другая кухня. я туда не езжу. Настя, сфоткай. Раз. Это, наверное, первое общее фото с главным тренером. Самый талантливый репортер. Спасибо. Вообще красиво все. Это же талант. Да, ну, Просто так. просто так, да, ничего не бывает. Да, не бывает. Да.
А может интервью дадите? Пока свободно. Ну давай. Сейчас я это уберу. Напоминаем, что через несколько минут начнется торжественная церемония награждения и закрытия соревнований. Просим участников собраться у трибун возле входа.
Раз. От имени Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутия вручается благодарственное письмо Александру Александровичу Мельку, директору ООО «Основа». Мы признательны вам за неоценимый вклад в развитие кикбоксинга в Республике Саха-Якутия, президент Федерации Ларионов Сергей Александрович. Генеральный спонсор нашего соревнования – акционерное общество «Комдрайв Металл» Республики Саха-Якутия, Кышкин, генеральный директор Кышкин Александр Егорович. Благодарственное письмо от Федерации кикбоксинга вручается Парникову Андрею Григорьевичу, директору ООО «Сахастройизыскание». Удача. This is плюс. Всем чемпионам и призерам на построение. Командует парадом судья всероссийской категории Егор Винокуров. Чемпионы и призеры, просьба
на построение за трибуной. Ребята! Туда! Ребята, давайте побыстрее. Некоторые команды должны сейчас уехать. Добрый день, уважаемые гости и участники соревнований. Мы рады приветствовать вас на торжественном закрытии чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в памяти первого чемпиона мира из СССР Александра Иванова. На торжественном закрытии присутствуют заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Гаврил Михайлович Махначевский, руководитель управления физической культуры и массового спорта Роман Иванович Оконешников, председатель судейской коллегии Федерации кикбоксинга России, технический делегат соревнований, судья международной категории, заслуженный тренер России по кикбоксингу и главный судья соревнований Александр Николаевич Березкин, директор Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутия, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения Хатасская средняя общеобразовательная школа имени Самсоновых городского округа город Якутск Николай Владимирович Слепцов, дочь Александра Егоровича Иванова Динара Иванова, а также близкие родственники и спонсоры соревнований. Начинаем награждение победителей и призеров соревнований. Среди юношей 15-16 лет. Весовая категория 48 килограмм. Третье место занял Лыстенков Артем, Приморский край. Третье место занял Гусейнов Машади, Республика Саха-Якутия. Награждение производит заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Гаврил Михайлович Махначевский. Второе место занял Тульба Олег, Сахалинская область. И
чемпионом соревнований весовой категории 48 килограмм становится Асташкин Данил, Сахалинская область. Победителю вручается от наших спонсоров денежный приз в сумме 5000 рублей. Среди юношей 15-16 лет в весовой категории 51 килограмм за третье место приглашаются Соколов Никита, Хабаровский край, и Семенов Никита, Республика Саха, Якутия. Второе место занял Громов Роман, Хабаровский край. И победителем становится Ефимов Максим, Приморский край. Награждение производит руководитель управления физической культуры и массового спорта Роман Иванович Оконешников. Победителю вручается от наших спонсоров денежный приз 5000 рублей. В весовой категории 54 килограмма третье место заняли Паскачин Аял, Республика Саха-Якутия, а также Попов Арьян, Республика Саха-Якутия. Второе место занял Бугаев Герман, Республика Саха-Якутия. И победителем становится Латышев Захар, Хабаровский край. Награждение производит председатель судейской коллегии Федерации кикбоксинга России, технический делегат соревнований, а также главный судья соревнований Александр Николаевич Березкин. Победителю вручается от наших спонсоров денежный приз в сумме 5000 рублей. В
весовой категории 57 килограмм. Второе место занял Никонов Данил, Республика Саха-Якутия. Победителем становится Никитин Владимир, Республика Бурятия. Награждение производит сестра Александра Иванова, Михайлова Наталья Егоровна. В весовой категории 60 килограмм третье место заняли Харлап Максим, Амурская область, и Сандаков Суранзан, Республика Саха-Якутия. Второе место занял Бакланов Николай, Амурская область. И победителем становится Уэдугей Хатан, Республика Саха-Якутия. Награждение производит директор ЦСП «Триумф» Пахомов Михаил Дмитриевич. Победителю вручается от наших спонсоров денежный приз в сумме 5000 рублей. В весовой категории 67 килограммов победителем становится Алиев Владислав, Приморский край. Награждение производит председатель судейской коллегии Федерации кикбоксинга России, заслуженный тренер России Березкин Александр Николаевич. В весовой категории 81 килограмм второе место занял Евстафьев Максим, Камчатский край. Победителем становится Кузьменко Денис, Приморский край. Награждение
Награждение производит исполняющий обязанности генерального директора ООО ВВХ «Удача плюс» Ананаев Василий Васильевич. Среди девушек 15-16 лет в весовой категории 48 килограмм победительницей становится Винокурова Лира, Республика Саха-Якутия. Награждение производит президент Федерации кикбоксинга Дальневосточного федерального округа Сергей Иванович Ромашков. В весовой категории 56 килограмм среди девушек 15-16 лет победительницей становится Амосова Алина, Республика Саха-Якутия. В весовой категории 60 килограмм победительницей становится Литвинова Елизавета, Хабаровский край. Награждение производит представитель Юрминского района в городе Якутске Прокопий Егорович Чемыров. Среди юниоров 17-18 лет в весовой категории 51 килограмм второе место занял Шергин Филипп, Республика Саха-Якутия. Победителем становится Кольин Кирилл, Хабаровский край. Награждение производит заместитель главы муниципального образования Октябрьского наслега родного села Александра Иванова Александра Михайловна Иванова. Победители вручаются от наших спонсоров приз 5000 рублей.
В весовой категории 54 килограмм второе место занял Колтовской Харысхан, Республика Саха-Якутия. Победителем становится Малыгин Сергей, Хабаровский край. Награждение производит спонсор наших соревнований, директор ООО «Основа Плюс» Александр Александрович Мельгуй. Победителю вручается от наших спонсоров 5000 рублей. Среди юниоров 17 и 18 лет в весовой категории 57 килограмм второе место занял Дьячковский Артем, Республика Саха-Якутия. Победителем становится Заевский Кирилл, Сахалинская область. Награждение производит брат Александра Иванова Михаил Маркович Пансихе. В весовой категории 63,5 килограмм второе место занял Десяткин Эрхан, Республика Саха-Якутия. Победителем становится Журавлев Роман, Приморский край. Награждение производит спонсор сегодняшних соревнований, директор Саха-Экотор Алексей Анатольевич Михайлов. Победителю вручается от наших спонсоров 5000 рублей. Среди юниоров 17 и 18 лет в весовой категории 60 килограмм третье место занял Ойзода Шодрудзон, Республика Саха-Якутия. Второе место занял Ильичев Геннадий, Приморский край. И победителем становится Шаталов Тимур, Амурская область. Награждение производит дочь Александра Иванова, Камила Александровна Иванова.
Победителю вручается от наших спонсоров 5000 рублей. Просьба не расходиться. После награждения будут вручены специальные призы от организаторов. В весовой категории 67 килограмм третье место занял Пономарев Кирилл, Хабаровский край. Второе место занял Слепцов Святослав, Республика Саха, Якутия. И победителем становится Тарабыкин Гордей, Приморский край. Награждение производит двоюродная сестра Александра Иванова Ольга Эпляевна Гаврильева. В весовой категории 71 килограмм среди юниоров 17-18 лет третье место занял Редька Илья, Приморский край. Второе место занял Оев Эхрамиддин, Республика Саха, Якутия. И победителем становится Елизаров Александр, Хабаровский край. Награждение производит двоюродный брат Александра Иванова Нюргун Николаевич Иванов. В весовой категории 81 килограмм третье место заняли Прусенко Дмитрий, Хабаровский край, и Косенков Вадим, Хабаровский край. Второе место занял Дрягунов Владислав, Приморский край. Победителем становится Полегжанин Сергей, Приморский край. Награждение производит двоюродная сестра Александра Иванова Мария Алексеевна Васильева.
килограмм среди юниоров 17-18 лет победителем становится Обухов Николай, Сахалинская область. Награждение производит заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Гаврил Михайлович Махначевский. Среди юниоров 17-18 лет в весовой категории 52 килограмм второе место заняла Алексеева Валерия, Амурская область. Первое место заняла Павлова Надежда, Республика Саха-Якутия. Награждение производит руководитель управления физической культуры и массового спорта Роман Иванович Оконешников. В весовой категории свыше 60 килограмм победительницей становится Ивашенко Владана, Приморский край. Награждение производит председатель судейской коллегии Федерации кикбоксинга России, судья международной категории, заслуженный тренер России по кикбоксингу, а также главный судья соревнований Александр Николаевич Березкин. Чемпионам и призерам от организаторов вручаются эксклюзивные медали. И чемпионам от нашего генерального спонсора акционерного общества «Контракт Металл Республики Саха-Якутия» генеральный директор Кышкин Александр Егоровича якутские бриллианты. Среди мужчин в весовой категории 51 килограмм третье место занял Аникин Никита, Хабаровский край. Второе место занял Мартиков Руслан, Приморский край. И чемпионом чемпионата Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу памяти первого чемпиона мира из СССР Александра Иванова становится Слепцов Михаил, Республика Саха-Якутия. Награждение производит
директор Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия Михаил Дмитриевич Пахомов. Давайте еще раз поздравим, ребята, наших олимпионов. Молодец. После награждения будет вручены еще специальные призы от наших спонсоров. Среди мужчин в весовой категории 54 килограмма второе место занял Петров Леонид, Республика Саха-Якутия. Чемпионом становится Моисеев Николай, Приморский край. Награждение производит брат Александра Иванова Михаил Маркович Пансихе. В весовой категории 57 килограммов чемпионом становится Иванов Сергей, Республика Саха-Якутия. Награждение производит двоюродный брат Александра Иванова Кирилл Элляевич Гаврильев. Категории 60 килограмм чемпионом становится Колтовской Вадим, Республика Саха-Якутия. Награждение производит двоюродный брат Александра Иванова Кирилл Элляевич Гаврильев.
В весовой категории 63,5 килограмма третье место заняли Антаян Санасар, Хабаровский край, и Дьячковский Анатолий, Республика Саха, Якутия. Второе место занял Ли Антон, Республика Саха, Якутия. И чемпионом весовой категории Александра Иванова становится Сивцев Тимофей, Республика Саха, Якутия. Награждение производит дочь Александра Иванова, Камила Александровна Иванова. Чемпиону Тимофею Сивцеву вручается от нашего спонсора Акционерного общества «Контракт Металл» Республики Саха-Якутия именной якутский бриллиант. Давайте поздравим нашего чемпиона. В весовой категории 67 килограмм среди мужчин третье место занял Васильев Федор, Республика Саха, Якутия. Второе место занял Мирошниченко Никита, Хабаровский край. Награждение производит двоюродная сестра Александра Иванова Татьяна Ильяевна Гаврильева. В весовой категории 71 килограмм чемпионом становится Обухов Николай, Сахалинская область. В весовой категории 81 килограмм
Чемпионом становится Шелепанов Валентин, Республика Саха, Якутия. Награждение производит супруга и дочь Альберта Егоровича Иванова, двоюродного брата Александра Иванова, Светлана Олеговна и дочь Агния. В весовой категории 71 килограмм второе место занял Денисов Денис. Короче, сгоняем, купим, да? Нужен китайский баул большой и несколько... Чемпионом становится Иванов Михаил, Республика Саха, Якутия. Большой баул, да. Но мальчишка хороший, он и пиздюк, да, еще раз. Хорошая, ага. Награждение производит руководитель управления физической культуры и массового спорта Роман Иванович Оконешников. Нашему чемпиону Михаилу Иванову от акционерного общества «Контракт Металл» вручается именной якутский бриллиант. Среди мужчин в весовой категории 75 килограмм третье место занял Шабин Вячеслав. Второе место занял Петров Айтал, Республика Саха, Якутия. Награждение производит директор Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия Михаил Дмитриевич Пахомов. В весовой категории 86 килограмм чемпионом становится Новиков Сергей, Приморский край. Награждение производит президент Федерации кикбоксинга Дальневосточного федерального округа Сергей Иванович Ромашков. Еще как дома называют. Как дома называется.
Среди мужчин весовой категории 91 килограмм второе место занял Куцуруев Адулай, Республика Саха-Якутия. Чемпионом становится Буров Семен, Хабаровский край. Награждение производит заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Гаврил Михайлович Махначевский. Свыше 91 килограмма чемпионом становится Седых Дмитрий, Приморский край. Награждение производит председатель судейской коллегии Федерации кикбоксинга России, судья международной категории, заслуженный тренер России по кикбоксингу, а также главный судья соревнований Александр Николаевич Березкин. Чемпион 91 килограмм. Вы не получили бриллиант? Поднимитесь, сейчас вручим. Чемпиону вручается именной якутский бриллиант от акционерного общества «Контракт Металл», генеральный директор Кышкин Александр Егорович. Женщин в весовой категории 48 килограмм чемпионом становится Аракча Айзана, Республика Бурятия. Награждение производит руководитель управления физической культуры и массового спорта Роман Иванович Акадешников. В весовой категории 56 килограмм второе место заняла Петрова Юлия, Республика Саха-Якутия. И чемпионом становится Пашкина Мария, Приморский край. Награждение производит директор Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия Михаил Дмитриевич Пахомов.
Чемпионке вручается якутский именной бриллиант от акционерного штаба контракт металла Республики Саха-Якутия. Среди женщин весовой категории 65 килограмм чемпионом становится Громак Мария, Камчатский край. Награждение производит заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Гаврил Михайлович Махначевский. Начинает награждение специальных призов. От команды Хабаровского края удостоился чести получить якутский бриллиант Елизаров Александр. Награждение производит родная сестра Наталья Егоровна Михайлова. Очень много характера. От команды Камчатского края удостоился Денисов Денис. Тоже награждается от нашего спонсора акционерного общества «Контракт Металл» именным якутским бриллиантом. От Приморского края награждается Ефимов Максим. Тоже награждается якутским бриллиантом. От Сахалинской области награждается Осташкин Даниил. Награждается якутским бриллиантом. За волю к победе именным спецпризом от судьи всероссийской категории Егора Винокурова награждается Хуцуруев Адулай за волю к победе. 5000 рублей. Спецприз за преданность профессии вручается от наших спонсоров 10 000 рублей Солдатову Дмитрию Алексеевичу за преданность профессии. Специальный приз «Лучший судья» соревнования становится Егоров Сергей Владимирович. Ему тоже вручается от наших спонсоров 10 000 рублей. Администрация муниципального района Нюрбинский район. Сертификат на получение специального приза главы муниципального района Нюрбинский район. Очень большой телевизор вручается Бурову Семенову 91 килограмм. Номинации за лучшую технику.
Награждает представитель муниципального района Нерпинский район в городе Якутске Чемыров Прокопий Егорович. От нашего постоянного спонсора тоже администрации муниципального района Нерпинский район, тоже очень большой телевизор, вручается Иванову Михаилу, 71 килограмм, Республика Саха-Якутия. Глава муниципального образования Нерпинский район Алексей Михайлович Иннокентьев. Специальный приз от муниципального образования «Бортонский наслед». Администрация МО «Бортонский наслед» присуждает специальный приз Малыгину Сергею. Приз вручает представитель муниципального района Нерпинский район Чемыров Прокопий Егорович. Спецприз от главы муниципального образования Октябрьский наслед Нерпинского района Семена Александровича Корякина в номинации за лучшую технику вручается Слепцову Михаилу, Республика Саха-Якутия. Приз вручает заместитель главы муниципального образования Иванова Александра Михайловна. Заместитель главы муниципального образования Октябрьский наслед. Сестра Александра Егоровича Иванова. Специальный приз муниципального образования Шарханский наслед Нерпинского района. От главы Панащук Станислава Святославовича в номинации «За волю победы» вручается Денисову Денису, 71 килограмм. Еще раз поздравляем с днем рождения нашего уважаемого Березкина Александра Николаевича. Александр Николаевич, вам вручаем памятную статуэтку о успешное проведение 21-го чемпионата первенства ДФО. А также вручаем техническому делегату президенту Федерации Дальневосточного округа Ромашкову Сергею Ивановичу. А также вручаем заместителю министра Магнатинского Гаврилу Михайловичу
Директору Центра спортивной подготовки сборной команды Республики Саха-Якутия Михаилу Дмитриевичу Пахомову. Как я вчера рассказывал, я спросил у команд, у вас есть тренера от Центра спортивной подготовки? Никто руку не поднял, оказывается, у нас самая многочисленная. Спасибо вам. А также директору ГПУ Управления по физической культуре и массовому спорту Оконечникову Роману Ивановичу. Дорогие спортсмены, тренера, судьи, гости, на этом завершается 21-й чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в дисциплине Full Contact P1 памяти первого чемпиона мира СССР Александра Егоровича Иванова. До новых встреч! Желаем вам крепкого, как якутский алмаз, здоровья, успехов в работе, в учебе и успешно выступить на чемпионате и первенстве России. Спасибо. Махтал.